Поехали. Уважаемые участники нашего собрания, уважаемые представители правительства, местных органов управления, неправительственных организаций, средств массовой информации, международных организаций, донорских агентств, дорогие коллеги. Для меня большая честь приветствовать вас сегодня по случаю празднования Всемирного дня социальной справедливости. От имени страновой команды ООН в Кыргызской республике я хотел бы поблагодарить вас за ваш благородный труд в содействии делу социальной справедливости и отметить отличное взаимодействие между системой ООН и вами в работе по этому направлению. Действительно, начиная с 2009 года, 20 февраля, отмечается Всемирный день социальной справедливости ООН, который провозглашен по инициативе Кыргызстана. Эта идея впоследствии была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, и таким образом ежегодно во всем мире отмечается этот день. В этот день мы, конечно, размышляем о важности социальной справедливости в наших условиях по созданию более стабильного, справедливого и безопасного мира. Но, конечно, не только размышляем, но и думаем о том, какие действия нужно предпринять, чтобы достигнуть социальной справедливости. Мир, в котором потребности людей, принципы справедливости и добросовестного управления, забота о нашей планете являются прочной основой принимаемых политических решений. Мира, который может зажечь искрой надежды нашу молодежь, детей, женщин, где всячески поощряют и уважают достоинство человека, учитывается мнение различных кругов людей, ширится сотрудничество и процветает демократия. К этому мы стремимся. Но мы, конечно же, понимаем под социальной справедливостью довольно широкий комплекс аспектов и проблем, которые нам приходится решать. Социальная справедливость, как отметил генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун в своем послании по поводу Дня социальной справедливости, является основополагающим принципом мирного и благополучного существования как внутри страны, так и между странами. Мы поддерживаем принципы социальной справедливости, когда мы поощряем гендерное равенство и права коренных народов и мигрантов. Мы продвигаем социальную справедливость, когда мы устраняем барьеры, с которыми сталкиваются люди вследствие пола, возраста, расы, национальной принадлежности, религии, культуры или других аспектов. Для Организации Объединенных Наций стремление к социальной справедливости для всех лежит в центре нашей глобальной миссии по поощрению, развитию, уважению прав человека, человеческого достоинства, улучшения благосостояния людей, обеспечения устойчивого развития мира и безопасности. В Кыргызстане и в других странах мира Организация Объединенных Наций поощряет, поддерживает целый ряд важных программ, которые направлены на обеспечение фундаментальных принципов социальной справедливости. Эти программы предполагают укрепление и защиту уязвимых групп населения, прежде всего таких как женщины, дети, бездомные, люди, живущие с ВИЧ-СПИД, беженцы, инвалиды, а также члены сообществ, представляющих меньшинства. Примечательно, что уже реализуемые будущие программы, которые еще предстоит осуществить, а также эффективно работающие представительства агентств системы ООН в Кыргызстане являются важными компонентами усилий по достижению задач социальной справедливости. Как вы, наверное, знаете, в Кыргызстане система ООН в сотрудничестве и при финансовой поддержке Европейского Союза разработала и осуществляет совместный проект по продвижению добросовестного управления в контексте улучшения доступа к государственным и муниципальным услугам и обеспечения прав наиболее уязвимых групп общества Кыргызстана, детей, женщин и молодежи в сельской местности. Понятно, что мы делаем особый акцент на сельской местности, поскольку именно там проживает большинство людей, которые находятся в сложной ситуации. Вы знаете, что более 70% населения всех бедных слоев проживает именно там, в сельской местности. К сожалению, мы должны отметить, что
Уровень бедности в Кыргызстане по-прежнему высок, он составляет почти 37%, и он вырос за последние несколько лет. И поэтому в этом отношении работа по вопросам социальной справедливости именно с этими людьми, которые оказываются в сложной ситуации с точки зрения своего дохода, с точки зрения возможности получения соответствующих услуг, с точки зрения образования, здравоохранения и так далее, является нашей главной заботой. Проект продвижения добросовестного управления для достижения социальной справедливости нацелен на развитие и институциализацию добросовестного управления на местных и национальных уровнях. Задача проекта – это улучшение предоставления равноправного доступа к первоочередным государственным и муниципальным услугам трем целевым группам, о которых я упомянул, в 30 муниципалитетах во всех 7 областях Кыргызстана. Проект также должен повысить потенциал правообладателей, ответственных лиц на индивидуальном, организационном и институциональном уровне для улучшения совместного принятия решений и предоставления качественных услуг. С начала проекта прошло время немного, около года, есть определенные результаты. Ну, во-первых, отобраны муниципалитеты по соответствующей методологии, которая выделила именно те муниципалитеты, где потребность в помощи наиболее очевидна. Разработаны планы мероприятий по улучшению услуг, которые направлены на решение острых нужд местного населения во всех 30 отобранных муниципалитетах. Созданы инициативные рабочие группы по добросовестному управлению. Разработана методология подсчета муниципального индекса социальной справедливости, который будет подсчитываться в каждом муниципалитете и позволит отслеживать улучшение доступа, а лучше так сказать, отслеживать прогресс в улучшении доступа к услугам. Молодежь пилотных муниципалитетов прошла обучение навыкам совместного изучения нужд села, а также созданы молодежные инициативные группы и оказана поддержка в разработке молодежных планов действий на муниципальном уровнях. На основании исходных исследований по определению потенциала правообладателей и поставщиков услуг разрабатываются планы по повышению потенциала органов местного самоуправления, управления, местных инициативных групп, местных сообществ, в частности женщин, детей, молодежи. Ведется работа по вопросам подготовки медиаторов и, как мы говорим, фасилитаторов или тех, кто ведет процесс, связанный с предоставлением услуг и улучшением управления. Мы их называем агенты наращивания потенциала, территориальные общественные управления, институт омбудсмана и тематические сети гражданского общества. На национальном уровне в рамках проекта оказывается поддержка оптимизации государственных и муниципальных услуг. При поддержке проекта разработан проект закона о государственных и муниципальных услугах. Кроме того, усилиями ЮНИСЕФ принята новая редакция Кодекса о детях, которая предусматривает более строгие механизмы отбора информации по предотвращению отделения ребенка от семьи и его размещения в детских учреждениях. Этот кодекс также вводит новые понятия справедливости для детей, которые обеспечивают их защиту при возникновении конфликтов с законом. Важное значение отводится повышению осведомленности об условиях, необходимых для продвижения демократического управления, воздействия общественности на достижение добросовестного управления. И здесь я должен специально отметить работу ЮНЕСКО и вклад ЮНЕСКО в создание общинных мультимедийных центров и в развитие общинного радио в муниципалитетах. На данный момент зарегистрированы 6 общинных радио и 2 мультимедийных центра, которые уже функционируют и приносят пользу в улучшении двустороннего потока информации. Ну, я недавно посетил вот такие центры, которые мы отобрали, где проводится проект в Иссык-Кульской области, это Михайловка и Карасаево. У меня состоялись очень интересные встречи с людьми этих мест, и я почувствовал, что проект действительно воспринимается, он приносит определенную пользу, и я очень надеюсь, что вот то, что я увидел в этих 2 районах,
точно такая же атмосфера вокруг проекта существует и в других районах. Мне очень будет приятно услышать в дальнейшем отзывы о нашем проекте со стороны наших сообществ, где проводятся наши активности. Мне бы хотелось отметить, что система ООН в Кыргызской Республике рассчитывает на тесное сотрудничество со всеми с вами, чтобы воплотить в реальность все упомянутые цели и задачи по продвижению добросовестного управления в стране и достижения социальной справедливости. Естественно, мы, когда говорим об этом проекте, мы отдаем себе отчет, что быть удовлетворенным всем тем, что мы делаем, наверное, было бы рано и неправильно. Кроме того, я бы хотел отметить, что мы не единственные, кто работает в этой области. Это многие наши партнеры по донорскому сообществу. И это и двусторонние партнеры Кыргызстана, и многосторонние организации, с которыми мы ведем активное взаимодействие и координацию. Мы далеки также от самоуспокоенности уже хотя бы потому, что, как я отметил, уровень бедности остается высоким, и в этих условиях, конечно же, осуществлять принципы социальной справедливости не очень просто, но именно в этих условиях нам необходимо предпринять все меры для того, чтобы социальная справедливость восторжествовала и расширяла свое присутствие в Кыргызстане. Мне бы хотелось завершить свое выступление ссылкой на генерального секретаря ООН, который сказал: давайте сообща работать над тем, чтобы сбалансировать глобальную экономику и оформить новый общественный договор 21 века. Давайте наметим такой путь развития, который приведет к большей социальной справедливости и к устраивающему нас будущему. Я хотел бы отметить, что в Кыргызстане сейчас начата большая работа по продвижению стратегии устойчивого развития. Социальная справедливость напрямую связана с ее реализацией. Кроме того, проводится очень серьезный анализ в рамках консультаций, как видится населению страны будущее Кыргызстана после 2015 года, когда мы приступим к реализации новых целей глобальных в области, в том числе социального развития. Поэтому у меня есть все основания быть оптимистичным в том плане, что Кыргызстан идет по пути достижения социальной справедливости, но для этого еще очень и очень много нужно сделать. Большое вам спасибо за ваше внимание.